Интерес к этой теме со стороны женщин-депутатов. Участники площадки считают, что общество не должно быть терпимо к насилию, особенно в отношении прекрасной половины человечества. Но одних только слов мало. Нужны конкретные меры, чтобы дать бой этому явлению. Причем в этом государство должно внести свою лепту, считают гражданские активисты. Я как практик могу сказать, очень сложно это доказывать, да, очень такие силы нужны. Вот, пожалуйста, депутаты сказали, у меня есть и оправдали. Вдобавок, в последнее время не только в Кыргызстане, но и в мире наблюдается такое явление, как гендерная дискриминация при приеме людей на ту или иную должность. Чтобы выяснить, как часто работодателям приходится брать только мужчин или женщин на определенные позиции, эксперты провели среди нанимателей опрос. Выяснилось, что абсолютное большинство, а это примерно около 90% всех работодателей, делали выбор в пользу кандидатов определенного пола. Оно включает не только домогательство, оно включает также неравную оплату труда, дискриминацию при приеме на работу женщин, таких особенно уязвимых слоев, как беременные женщины, когда им отказывают при приеме на работу. И плюс наша организация такой уязвимой группой женщин, как мигранты. У нас есть два центра консультативных, которые занимаются поддержкой женщин-мигранток. Кроме того, среди работодателей все еще распространено мнение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет. Так, определенное число опрошенных уверены, при найме представительниц прекрасного пола им нужно задавать вопрос о перспективах появления у них детей и о семейном положении вообще. Но подобные разговоры нарушают личное пространство человека, что уже считается нарушением его прав, говорят эксперты. В редких случаях, когда идет очень сильное давление, только в таких случаях такие жертвы начинают говорить об этом, писать. Последний случай, когда в одном из государственных институтов была такая ситуация, когда руководитель института своей работнице предлагал, скажем, интимные услуги и, скажем так, домогался. Она обратилась в правоохранительные органы и обратилась в профсоюз. Она очень правильное решение приняла и очень правильно сделала, потому как, да, нужно в правоохранительные органы обращаться, но и в то же время и в профсоюзы тоже, потому как это происходит именно на рабочем месте. Депутаты парламента и члены Кабмина, выслушав мнение сторон, обещали поднять эту тему на высоком уровне. По их словам, Кыргызстан против любого вида насилия, а дискриминация по половому признаку является одним из его течений. Когда говорить о высоких государственных должностях, вот на сегодняшний день нет ни одной женщины-акима, нет ни одной женщины-мэра, нет ни одной женщины-губернатора в нашей стране. То есть на самом высоком уровне государственной должности почему-то женщин не поднимают. О чем это говорит? Что существуют препятствия. И часто есть такие вот высказывания, что женщина не успевает совмещать и семейные обязанности, и профессиональную карьеру. Я знаю очень много случаев моих же коллег-женщин, которые прекрасно совмещают и роль мамы, и роль супруги, и замечательную карьеру. Кстати, 25 ноября в Кыргызстане стартовала ежегодная международная акция «16 дней против насилия». Инициатива объединяет вокруг себя правительства стран мира, сообщества, переживших насилие и гражданских активистов. Эксперты говорят, что только общими усилиями можно достигнуть значительных результатов в этой борьбе. Возвращаясь к теме гендерной дискриминации при приеме на работу, то это, конечно, опасное и недопустимое явление. А чтобы искоренить его, то тут, безусловно, нужны реальные механизмы, в выработке которых должны принять участие не только госорганы, но и сама общественность. Медербек Мамбеталиев, Бектур Калыков, новости Ош Перим.